Безусловно, Кадир прав в том, что телевидение АТР, оно не подчиняется ни нам, ни собранию, оно подчиняется другой какой-то логике, если оно есть, конечно. Вот. Но, создавая очень важные события, вот эта практика показала, они вынуждены об этих событиях говорить достаточно корректно и достаточно ясно. Ну, в частности, было достаточно хорошо высказана вот инициатива по выдвижению кандидатов в депутаты. Все четко было, все сказано. Никто их не просил, никто их не говорил. То есть, если информация действительно затрагивает очень важные вещи, они вынуждены двигаться в этом формате. Вот поэтому Камиль это, скорее всего, имел в виду, а не то, чтобы идти просить, там у них время и так далее. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это в том, что есть еще и государственное телевидение, ГТРК Крым. И через новое руководство Рескомнадзора, которое может повлиять на информационную политику, по крайней мере, в государственных средствах массовой информации, я думаю, еще раз надо обратиться к новому руководству Рескомнадзора с той постановкой, чтобы на государственном, по крайней мере, телевидении ГТРК Крым, в татарской редакции, был соблюден определенный паритет и объективность подачи информации. Это первое. И, понятное дело, те печатные средства массовой информации, которые непосредственно зависят, благополучие которых непосредственно зависит от финансирования Рескомнадзора, я имею в виду газету «Яна-Дуня» и газету «Крым». Вот. Я думаю, что в ближайшее время мы такую встречу с новым руководством Рескомнадзора проведем. И первый вопрос, который мы там поставим в комитете, это вот вопрос о объективности подачи информации, в том числе и на телевидении. Сам